Смотрю на этих мужественных людей, порой совсем молодых ребят, и без всякого преувеличения могу сказать, сердце наполняется гордостью за наших людей, за наш народ и за конкретно этих людей. Такие, безусловно, не отступят, не подведут и не предадут. Они должны выходить на ведущие позиции и в системе образования и воспитания молодежи, и в общественных объединениях, и в госкомпаниях, в бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия, в конечном итоге самые крупные отечественные проекты. Так президент Владимир Путин говорил во время ежегодного послания об участниках специальной военной операции и тех, кто им постоянно помогает. Такие подлинные герои и патриоты в жизни порой довольно скромны и сдержаны. Они не кичатся своими успехами, не произносят громких лозунгов и слов. Но в переломные моменты истории именно такие люди выходят на передний план, берут на себя ответственность, продолжил президент России. Очень показательно, что это так созвучно с мнением, которое высказал в нашей съемочной группе один из мобилизованных из Татарстана, там, в Донецкой республике, за несколько дней до послания президента. «Те, кто прошел через это, станут золотым фондом республики», сказал он. С момента первой командировки в зону специальной военной операции в декабре 2022 года журналисты нашей программы сняли около 150 интервью с военнослужащими разных подразделений во всех новых регионах России. И каждый раз убеждались в том, что большинство наших земляков находится там по идейным соображениям, и многие действительно могут повести за собой. Случайная встреча с земляками на мемориальном комплексе Саур-Могила, Горловский район Донецкой республики. Выполняем задачи. Приказ нашего главнокомандующего, президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по демилитаризации Украины. Выполняем с самого начала, с самых первых дней. Сюда не заезжают случайно. Комплекс находится в отдалении от населенных пунктов. Сюда едут целенаправленно почтить память тех, кто отстоял эту высоту в годы Великой Отечественной и новых защитников Донбасса. Памятник был построен в сентябре 1967-го, разрушен в 2014-м от постоянных обстрелов этой господствующей высоты. Восстановленный комплекс открыли в сентябре 2022-го, через 55 лет после первого открытия. Но часть того, что было повреждено в 2014-м, оставили. И вот этот снаряд, влетевший в плечо уже погибшего солдата, как назидание потомкам, чтобы помнили о тех, кто защищал их от нацизма 80 лет назад, и о тех, кто повторил подвиги предков. В списке защитников этой высоты и тех, кто навсегда здесь остался, рядом фамилии русские, украинские, грузинские, татарские и представители других народов, живших когда-то в одной стране и защищавших ее, независимо от национальности. Среди современных защитников Донбасса примерно такая же картина. И наших земляков, татарстанцев, здесь тоже много. Ойнар сарамнарымны Кукмара районына, Яңа Сардык ауылына жеткирәсем килә, һәм дә Кировский область, Нагар ауылына. Хочу передать привет городу Чистополь, Республике Татарстан, школе номер 8, где я учился, родителям, родственникам. Я вас люблю, скучаю. Скоро будем дома. Хочу передать большой привет своей жене и родившему сыну. Большой привет. Я вас очень сильно люблю. И скоро буду. Я с вами. Недалеко отсюда, ближе к линии фронта, расположен и полк мобилизованных из Татарстана. Скорее всего, в следующую нашу поездку здесь их уже мы не застанем. Они готовились к передислокации. Погода в этих краях непредсказуемая. Если, например, в Луганске сегодня идет дождь и видна зеленая трава, то вот в Донецкой республике мы видим, что устойчиво лежит снег, и именно в таких вот ситуациях пригождаются такие вот самодельные маскировочные сети, которые прислали сюда жители Татарстана. Большую благодарность хотел высказать тем людям, которые оказывают помощь, тем людям, которые здесь защищают Родину. Это исходит от их сердец, и мы всегда с благодарностью принимаем то, что они нам помогают. Много изменилось в этих людях за 1,5-2 года. Сначала задачу по денацификации и демилитаризации стали выполнять кадровые военные. Чуть позже присоединились добровольцы, затем на подмогу подоспели и мобилизованные. Реальная боевая обстановка, она на самом деле расставляет. Как бы люди понимают, что они себя представляют. Здесь мы были еще до того, как президент страны выступил с ежегодным посланием. И от нашего земляка, в гражданской жизни сотрудника МЧС из Набережных Челнов, услышали вот эти вот слова.
те люди, которые пройдут эту войну, вот из нашей республики, они станут золотым фондом республики. Станут золотым фондом. И это без преувеличений. А 29 февраля вся Россия, в том числе и те, кто сейчас находится на ее защите в зоне специальной военной операции, услышали то, что, скорее всего, придало сил. Таким людям, которые думают о стране, живут ее судьбой, можно передать в будущем и доверить России. Подлинная, настоящая элита – это все, кто служит России. Труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди. Пока же у ребят на линии фронта боевые будни, которые они стараются разнообразить и держать себя в форме. Сделали себе мини-тренажер такой, гантели сварили. Не всегда получается, конечно, и времени не хватает, и сил, но стараемся, занимаемся. И они не по рассказам знают, что здесь действительно настоящие люди, что практически на каждого можно рассчитывать в трудный момент. Водитель Вадя из Менделеевска работал в особой экономической зоне. Хотел передать огромный привет своей семье, родителям, супруге, 2 дочкам, старшему брату, он тоже мобилизованный. В том полку, где служит брат Вади, мы тоже побывали. Только в отпуске он был, не удалось встретиться. Этот полк уже на Угледарском направлении, и здесь мы тоже не впервые. На этот раз из Татарстана приехали ударные дроны, так называемые камикадзе. То, что в этой военной операции очень необходимо. И здесь, как и в других подразделениях, многие ребята принимают решение стать профессиональными военными, подписать контракт. Весь этот опыт, он очень сильно повлиял именно вот на вот это, то, что нет нерешаемых проблем. Все можно решить. Работаем во благо того, чтобы скорее это все закончилось, и чтобы поскорее вернуться домой к семьям. Здесь ресурсы лишними не бывают. Поэтому за каждую помощь такого рода мы очень сильно благодарны нашей республике. Родителям большой привет. Я жив-здоров. Как видите, все со мной отлично. Вот только что пришли с обеда, приехали люди у нас тут с Татарстана. Очень приятно видеть своих земляков и родную телекомпанию ТНВ. Есть здесь и те, кто не из Татарстана, добровольцы. Фельдшер с позывным «Феникс» приехала с мужем из Челябинска. Он реаниматолог. Работали вместе на скорой и решили, что здесь будут полезны. Мужа одного сюда не отпустишь. Чтоб под присмотром был, да? Конечно, у него выбора нет. Было очень страшно изначально. Постоянные хлопки, знаете, где-то вот это вот все. Раз там присядешь где-то, очень страшно так было. А потом потихонечку как бы осваиваешься. Мужа в то время в медпункте не было, отдыхал. Решили все-таки в разные смены работать. Говорят, здесь стали отношения крепче и ценности другие, даже бытовые мелочи стали ценить. Вода в доме, отопление в доме, там санузел. Там это не так ценилось, как здесь. Свет, все это. Будут 2 праздника, да, вот 23 февраля и 8 марта. Но в первую очередь теперь вот это для вас оба ваших праздника. Ну, наверное, все-таки 23 февраля это больше как для мужчин все-таки праздник. Возможно, меня тоже можно отнести теперь к защитнику Отечества, как бы. А я бы хотела, чтобы меня на 8 марта поздравляли. Все-таки девушка всегда в душе остается девушкой. Женщин с наступающим праздником 8 марта. Всех благ, победа будет за нами. Всем терпения, семьям, женам наших товарищей. Обязательно скоро все вернемся, когда все это закончится. Зуфар Давлетшин, Булат Абдульманов, 7 дней, Донецкая Народная Республика.